Глава Башкортостана Ради Хабиров в рабочей поездке по региону. На этот раз по Белорецкому району. Там запланировано несколько объектов. Один из них – Южноуральский весовой завод. Южноуральский весовой завод Ради Хабиров пообещал посетить, когда встречался с руководством предприятия на выставке «Агрокомплекс». Это было в Уфе в марте 2021 года. Здравствуйте, уважаемый Ради Фаритович. Добро пожаловать на наш Южноуральский весовой завод, который в мире известен как Уральский Соболь, Юралсейбл. Хотелось бы поблагодарить Андрея Ивановича и вас за этот визит, за то, что у нас есть возможность немножко рассказать о себе, что мы на нашей башкирской земле пытаемся покорить. Россию мы покорили, мы сейчас мир немножко покорили. А где, какие регионы? По миру? Да. Болгария, Сербия, Чехия, Германия. Мы попозже вам карту покажу. Мы основной поставщик весов на Кубу. С прошлого года мы главный поставщик на Кубу. Неожиданно, да? Да. И побили китайцев. К сожалению, тут нас немножко по финансам кое-кто подвел. Ну, я думаю, это вопрос решаемый. Так что мы там основные. Сколько человек у вас работает? Около 100 человек. Около 100 человек. Я готов сделать небольшую экскурсию. Давайте. Вот это, допустим, наши весы автомобильные, 18 метров. Да? Это я к чему, почему хочу с них начать, что здесь полностью вся, и не только железо, но и вся электроника сделана на нашем заводе. И мы, пожалуй, в России сейчас такие одни, которые действительно имеют полный производственный цикл. Вот это весы в движении вы проехали, да? То есть на все дороги, допустим, погранперехода Узбекистан, погранпереход Кыргызстан, наши весы стоят. Это весы взвешивания в движении. Вы проехали, мы вес ваших машин сейчас знаем. Секретная информация, но она у нас есть. Понятно. Да. А вот скажите, а вот это вы тоже поставляете, да? Эти весы, это у нас самые ходовые весы, да. А на пунктах весового контроля какие весы стоят? Эти или те? Вот как они? На пунктах весового контроля. Ну вот когда автомобильный больше грузный транспорт идет, мы взвешиваем. Вот эти стоят, да? Здесь небольшое наше литейное производство. Литейка? Да, литейка. Чем оно уникально, я вам сейчас покажу. Уникальность в том, что это по выплавляемым моделям. Мы делаем сначала вот такие пресс-формы, а потом вот такие двадцаточки. Ух ты. Вот. То есть ребята выливают, вот эта штука, она выгорает, и вместо нее получается такая. Это уникально. Это, по-моему, американская или немецкая технология, я врать не буду. Да? А точность вот, соответствует все, да? Вот это вот гирька полграмма. Это эталонные. Мы единственные в России, кто производит эталонные гири на сегодняшний день как весовой производитель. Из 85 регионов на сегодняшний день 63 региона работают нашими гирями. Сейчас идет литье, это да? сейчас, да, мы вам показательное литье сделаем. Это интересно. Ради Фаритович, а что это за лава такая? Литье. Когда идет литье, как раз вот эти вот формы, весы, они идут. Нет ничего красивее расплавленного металла, если ты родился на Урале. Согласен. Идем дальше. Вот это у нас сварочная линия, да? Скорость сварки 4 сварщика. Там сборщик. Вот там дальше пройдемся, там роботы. Это роботизированные линии, да? То есть роботы отрабатывают. Вот он один оператор, 2 робота. Каждый робот это 4 сварщика. Качество шва соответственное, да? Вот. Вот как-то так, в 2 словах. А сколько сварщик получает? В зависимости от, они на сдельщине. Ну сколько? 25, 30, 35. Когда как, когда заказы. Потихоньку добавляем зарплату, потому что, ну, сами не понимаете, жизнь дорожает и надо поднимать. Сейчас ЧПУ посмотрим.
Это наш чистый механический участок. У нас 4 станка. Вот этот самый универсальный станок, довольно-таки точный станок, это токарный. То есть отсюда начинается тензодатчик. Вот можете потрогать частоту обработки. Но это черновая еще обработка. Потом идет шлифовка. Она совсем чистая получается, понимаете? Да. Вот. Это вот новые датчики экспериментальные пойдут. Вот эта заготовка заходит Да. на станок и Да. выходит уже готовая. Да, потом в термичку, с термички сюда на чистовую обработку. После чистовой идет туда. Здорово. Сюда мы пришли в 2010 году. Было вот это вот одно здание, да, облезлое, без окон, без дверей. Вот все, что здесь построено, это построено руками наших людей, наших рабочих. Вот этот корпус стеклянный мы построили за 4 месяца. Мы были в Китае, впечатлились. Мы сейчас пройдем с вами в самую нашу святая святых. Идемте, проходите сюда. Это наше все. Это наша лаборатория по производству тензометрических датчиков. Коротко, прям пройдемте по местам. Здесь идет у нас 0 выводится на датчики. Здесь у нас термокамера плюс 150, минус 70. Мы единственные в России, кто делает датчики арктического типа. Это силозадающая машина с немецким датчиком класса Zero. Такой в Питере есть и у нас. Вот 2 лаборатории оснащены датчиком класса Zero. Вот интересно здесь. Вот это лазерная сварка. То есть датчик, крышка датчика приваривается лазером. Вот видите, смотрит она. Да. Выборочно идет проверка по давлению, по влажности и так далее, и так далее. Здесь на текучесть, здесь тоже установки для преднагрузки и проверки уже окончательного. Ну и здесь наш небольшой шоурум. Это наши крановые весы, это не китайские. Это наши железобетонные, скажем так. Лотковый дозатор для аграриев. Это датчик рельс, это датчик подкладка для железной дороги. Вот наши грамоты, дипломы. И вот где мы расположены, да, то есть по странам. Самые северные весы, вот это наши самые северные весы, самые восточные, вот это мы. Ну, если отсюда взять, это Куба, Панама, Марокко, Франция, Польша, Германия, Хорватия, Словакия, Сербия, Болгария, Беларусь. Вот. Вот как бы наши планы. Даже для взвешивания Да, жира. вот как раз для поросят, для скота, для любого. Это наши сертификаты. Российских сертификатов, если реально, их около 50 штук. Это вот это. Это новый сенсорный прибор, КВшка, наше сегодняшнее поколение. Это вот КВшка будущее. Вот это. Ну, разницу видите, да? Батонники, это толстенькие. Вот. По сравнению с китайским, наш прибор вот этот примерно 8-10 раз дешевле китайского. По функционалу намного круче. Он мультиязычный. Была проблема с испанским языком. Хорошо, нам РЭС помог. Переводчиками перевели корректно. Кубинцы экселленте говорят. А вот это вот. Это система, да. Это система, вот, она рабочая, видите, да. Здорово. А какие планы, что собираетесь дальше делать? Есть какие? Дальше мы хотим, честно сказать, расширяться. Мы с Андреем Ивановичем, какая-то у нас вопросы есть, программа есть. Хотели бы лабораторно-производственный корпус построить. Но где-то в другом месте строить, цепочка технологически разрывается. А здесь есть рядом? Есть? Здесь есть. Ну и плюс вот эти экспортные проекты, конечно, не хватает, оборотки не хватает. Какая-то бы финансовая поддержка вот для экспортных было бы вообще бы здорово. Давайте вот мы подумаем, посчитаем деньги, это от этого зависит, как у нас. С участком надо помогать решать. Если мое участие какое-то нужно, тоже говорите, чтобы мы поручение оформим на промчасти, чтобы вернулись. Я подчеркиваю, деньги посчитаем, поэтому. Потом, если какие-то вопросы нужны, мы немножко денег пока заложили, но уже во втором полугодии побольше. У нас фонд развития промышленности есть, там можем что-то так. Но мы деньги дадим на субсидирование, да, вот если вы кредит возьмете, мы вам погасим вот ту часть, которая вот процентная идет. Вот поэтому там пользуйтесь. Я так понимаю, с министром вы работаете и выставочную деятельность ведете. Ну да. Вот. Так что давайте вместе будем двигаться.
Да. Спасибо. Очень рад, спасибо. Спасибо. Но очень важно, конечно, зарплату смотреть. Вот мы сейчас, понимаю, времена непростые, но зарплаты не будет. Опять же, и квалифицированные кадры, сварщики убегут ваши, потому что хорошему сварщику в другом месте ему на том же на севере предложат 50 тысяч в среднем будет. Поэтому такая история. Раиф Арич, коллектив хочет с вами С сфотографироваться, удовольствием если вы не пойдемте. будете Да, конечно, против. конечно. Здравствуйте. 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 Доброго всем здоровья. Андрей Иванович. Андрей Иванович, идем. Спасибо. Спасибо. До свидания. Всего До доброго. свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. Рафич, а перспектива развития вот Уральского весового завода, в принципе, неплохая ведь? Конечно, они, видите, это не крупное предприятие, но они, видите, насколько энтузиасты. Самое главное, что радует, они вышли на экспорт сами. Вон, в десятки стран мира у них товары их берут и изделия их берут. Вот это важно. Поэтому посмотрим, как они, видите, как говорят, они по экспорту от нас помощь получали, но мы там все, что заложили, уже выбрали. Поэтому говорят, что любая же денежка как бы в кассу, как говорится, идет. Поэтому посмотрим, может быть, эту часть наполним. Ну и они хотят развиваться, вот и с землей проведем переговоры. Мы, кстати, у нас такой опыт есть, когда к нам обращаются предприятия, просят им землю дать и расширить. Вот в Туймазах мебельный завод, мы сколько там вели переговоры, решили этот вопрос. И здесь тоже решим. Всего доброго. Спасибо. Следующий объект рабочей поездки главы Башкортостана Ради Хабирова по Зауралью – Белорецкий металлургический комбинат. Это предприятие с богатой историей. Его основали в 1762 году купцы Иван Твердышев и Иван Мясников. Первые строители и рабочие завода – крепостные крестьяне Симбирского, Нижегородского, Казанского и других уездов. Мощность предприятия тогда достигала 122,5 тысяч пудов чугуна и 80 тысяч пудов железа в год, что было очень значимо для экономики царской России. Комплекс зданий, который построили на территории завода в XVIII и XIX веках, является памятником архитектуры федерального значения. С 2003 года Белорецкий металлургический комбинат входит в состав группы компании «Мечел». Сейчас здесь современное производство – прокатный, сталепроволочный, канатный цеха, а также вспомогательные подразделения. В июне 2021 года на заводе большое обновление. Здесь запустили промышленную линию по производству канатов. Мы находимся в 4-м цехе сталепроволочно-канатном, который производит в основном заготовку для канатной проволоки, пружинную проволоку товарную и производство для высокого углерода. То есть вот вся реконструкция, модернизация сталепроволочного производства у нас нацелена на увеличение доли высокого углерода продукции. Это канаты производства, пружинной проволоки. Здесь мы установили 4 волочильных стана итальянские. На сегодня это самое лучшее оборудование на рынке, которое можно было бы купить. То есть работают они на намотке 1100 килограмм намотка. Вот эти 2 стана могут работать. То есть здесь стоит у нас 4-кратник, 6-кратник, 7- и 12-кратник. Это обозначает что? Обжатие 7 обжатий, то есть потихонечку уменьшение диаметра проволоки, и 4 обжатия. Ну, вот эта вот заготовка, это вот катанка, заходит, это катанка с механическим, да. Мы специально разработали технологию на прокатном стане для того, чтобы обеспечить хрупкость окалины. То есть здесь большое количество, и эта катанка приспособлена для механического удаления окалины, не для травления. А готовая продукция, уже это готовая продукция, либо это полуфабрикат для дальнейшего передела под канатную проволоку, под оцинкование, под канатную проволоку. Это все высокий углерод. Марки стали от 50, 60, 70, 80 марки стали. То есть углерода 0,8, от 0,5 до 0,8. А потом из нее плетение начинается? Потом, да? Нет, потом мы делаем, значит, заготовку для канатов. Если светлые канаты перетягиваем на более тонкий размер, если это оцинкованный, оцинковываем, перетягиваем. И дальше уже делаем пряди и делаем канаты, бьем. Вот. На предъявивших и канатовьющей машине. Ну, то, что вы приезжали, да, машину запускали, помните, да? Помню, с полимером, без полимера. Это до процесса изготовления. То есть диаметр разный, 5,5, 6,5, 8 миллиметров. Вот это все вспомогательное оборудование для того, чтобы заправить волочинный стан. То есть это острение, применяются фильеры твердосплавные ВК-6 импортного производства. Мы можем, в принципе, и свои тоже приобретаем, кировоградские. И
ставим. Это стыкосварочная машина для того, чтобы концы сварить. Что было здесь раньше? Здесь раньше тоже волочильное оборудование стояло, старое СКЭТ, и агрегаты. Мы их демонтировали, потому что они востребованы были. И тем более скетовские станы – это 70-й год. То есть это старое. И оборудование, оно магазинного типа. Станы хорошие, универсальные. Они производительность высокая у них. Качество продукции их высокое. Они вот будут потом круглосуточно работать, да? Они будут круглосуточно работать. Мы сейчас запустим. Но мы уже начали работать. Мы уже 550 тонн. Пусконаладочные работы уже закончены. И мы уже 550 тонн на этих волочильных станах протянули. Вообще мы вот этим, получается, добиваемся импортозамещения, да? Первое – импортозамещение. Второе – качество выпускаемой продукции. Ассортимент выпускаемой, производительность и себестоимость ниже на переделе. То есть вот эта вот катанка – это для производства уже проволоки. То есть, значит, диаметр 5,5 мм, и потихонечку она переходит в диаметр 0,9 под заказом. Если 12-кратник, то это 0,9. Если 4-кратник, то это 5,6, 5,4 диаметр готовой продукции и для дальнейшего передела. То есть ее можно дальше перетянуть. Это же вот по гранту Фонда развития промышленности, да? Да, фонд развития промышленности, да. А сколько сюда вложили вы? 750 миллионов будет фонд развития промышленности и 750 собственных средств. А, вот так вот, да? Да, но это российский фонд. Сколько человек-то обслуживает? Совсем мало, наверное, да? Значит, один волочильный стан на одного человека. То есть 16 дополнительных новых рабочих квалифицированных мест. В цехе работает 262 человека. На сегодня объемы 4200. Но при запуске этого стана мы кое-какое оборудование выведем старое из эксплуатации, ну, не требующее ремонта сейчас, обслуживания. И эти более производительные станы. То есть стан, в принципе, может делать где-то порядка 2,5-3 раза больше, чем обычный старый стан СКЭТ. В принципе, вот Здорово. основная, да. Куда поставка идет? По всей России? Поставка- На экспорт не идет она, да? Ну, СНГ, Россия, СНГ, Россия. Россия Да? в основном. Пружинная проволока идет и в страны СНГ и страны дальнего зарубежья. Ну, дальнее какое зарубежье? Это Эстония, Литва, Латвия, вот такие. Ну, которые делают пружинку. И Польша. Польша большой производитель пружин. А кто основной Для матраса. потребитель вообще канатов у вас? Канатов Россия. Ну, Россия, какие виды? Вот, Предприятия группы А, вот и эти, да, угольные разрезы, лифтовые канаты. лифтовые, горнодобывающие. а вот на экскаваторах вот эти. Тоже экскаваторы, тоже наши, вот, да. тоже. И с полимером, и без Там, наверное, полимера. особые требования, да? Ну да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, пойдемте все вместе. Сегодня дата знаменательная для Белорецкого медкомбината. Мы сегодня запускаем 4 новых волочильных стана, которые мы запланировали для проекта инвестиционного модернизации сталепроводочного канатного производства. Благодаря согласованию с Министерством Башкирии, Республики Башкортостана, плюс к этому ФРП, Фонд развития промышленности, нам удалось начать этот проект и приобрести волочильные станы, которые нам позволят увеличить производительность труда, решить задачу, которая перед нами стоит, экологическую, уменьшить выброс серной кислоты. Это оборудование рассчитано на механическое удаление окалины. Поэтому большое всем спасибо. А слово для приветствия предлагаю главе Республики Башкортостан Хабирову Радию Фаритовичу. Уважаемый Игорь Владимирович, уважаемые заводчане, дорогие друзья, я вот хочу сказать, что ваше предприятие переживало самые разные периоды своей жизни. Кстати, вот даже сегодняшнее событие в некотором роде подарок, мне кажется, ваш к предстоящему юбилею небольшому завода. 260 лет будет в следующем году. Поэтому вот на протяжении всех тех лет, понятно, мы говорим о современном периоде, я откровенно скажу, в правительстве мы очень-очень за вас всегда переживали. И когда мы заметили вот такую замечательную тенденцию усилием руководства, акционера к тому, чтобы предприятие развивалось, и не просто развивалось, а не просто обеспечивало текущее состояние дел, а двигалось вперед, модернизировало производство. Знаете, вот на душе большая радость, и, конечно, я сегодня с большим удовольствием к вам приехал, чтобы поделиться с вами этой радостью. Знаете, очень важно, что вы видите, что в последние годы экологическая повестка становится очень острой. Она очень значима, очень важна и, я бы сказал, очень чувствительна в Белорецке для белоречан. Поэтому вот сегодня пример еще
пример нового проекта, который существенно снижает нагрузку на экологию Белорецка. За это тоже огромное спасибо и очень здорово. Вообще, мы действительно совместно отрабатывали этот вопрос. Игорь Владимирович, вам спасибо, ваш напор. Помогли тому, что Фонд развития промышленности Российской Федерации выделил довольно большой грант, 750 миллионов. С вашей стороны 750 миллионов. Мы вместе участвовали в этом процессе. Я вот и Андрей Робертович, что-то не вижу Каримова, вот он здесь. Спасибо за, как всегда, качественное сопровождение всех этих проектов, поэтому на самом деле это здорово. Я от души поздравляю коллектив, заводчан, поздравляю, Игорь Владимирович, вам глубокая благодарность. Давайте также двигаться вперед. Мы с своей стороны готовы тоже любые меры поддержки осуществлять, лишь бы предприятие работало, лишь бы оно развивалось. А сегодня, видите, это пример того, что все у нас получается, когда мы вместе целенаправленно этим занимаемся. Поздравляю вас. Предоставляется генеральному директору ПАО Мечелу Коржова Олегу Викторовичу. Завод 1762 года рождения получает по большому счету свою вторую молодость, свое второе рождение. 5 лет назад мы приняли принципиальное решение и приступили к исполнению большой программы модернизации завода. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации этого проекта, продолжает принимать и рабочих, и строителей, руководство Белорецкого металлургического комбината, которое уделяет этому достаточно большое количество времени. Поблагодарить Фонд развития промышленности за ту поддержку, которую они нам делают. Это уже второй проект, который мы с ними реализуем достаточно на Белорецком металлургическом комбинате. Хотел бы поблагодарить Республику Башкортостан, лично его руководителя, главу Республики Радия Фаридовича, за то, что действительно практически все вопросы, которые мы задаем или у нас появляются в ходе реализации наших проектов и в рамках операционной нашей деятельности, всегда находят понимание, отклик и, что немаловажно, поддержку. Спасибо всем огромное. Я всех поздравляю с этим праздником. Приятно отметить, что это не последний праздник. И сегодня мы запускаем 4 из 12 станов, на подходе еще 4. Будет повод еще раз приехать, поздравить заводчан, поблагодарить вас всех за работу. Поэтому спасибо вам огромное. Впереди у нас будут еще многие успехи и хорошие результаты. Спасибо большое всем. Официальный запуск. Я приглашаю главу Республики Башкортостан Радия Фаридовича и председателя директоров Игоря Владимировича Зюзина. Пожалуйста. Рафович, а что там крутится? Проволока крутится. Это вот как раз волочильные новые станы, которые вот из толстой проволоки делают тонкую проволоку, которая идет на канаты самого разного диаметра. Это итальянское оборудование, оно, ну вот я говорю, вот посмотрите на стены и посмотрите на, это как прошлое настоящее встретилось, да. Но вот так вот оно и должно быть. Вот главное ведь на заводе даже не стены, а станки. Вот, да, да. Вот так вот, ага. То есть она разматывается, как мы намотали на прокатном стане, так она разматывается в прокатном стане. И пошло. То есть вот, смотрите, вот это изгиб для того, чтобы снять основную окалину. Вот это окалина поверхности. То есть обязательно абсолютно перпендикулярное направление должно быть. Видите, сначала в одном направлении, потом в другом гнется. А здесь бура. Эта бура покрывает пластмассовый слой для волочения. То есть здесь температура 90 градусов до 95 парит. Это пластмассовый слой. Это сушка. То есть мы для того, чтобы подать на первый фильер, мы должны ее высушить, для того, чтобы нормальный процесс волочения был. А здесь уже волочение началось. Все крутится, работает. Работает. И вот она уже натяжение пошла. То есть любой мы можем диаметр сделать под заказ. То есть в сотых регулируется. Катушка снимается, новая ставится. Вот эта разборная катушка, эту выкатят, ее разберут, ленту тянут. Значит, замки специально есть, лента утягивается,
И потом это уже готовая продукция, либо полуфабрикат на агрегат мы передаем на патентирование и дальнейший передел, перетяжку. Либо можно, значит, на катушку, на товарную, но мы этого не делаем. Делаем либо в дувках, либо в розетах, я говорил. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. Альфич, в декабре 18-го открывали цех многопрядных канатов. Сейчас очередной цех становится хорошей традицией. Конечно, радуемся. Я же говорю, радуемся. Вы не представляете, как я вот именно за это предприятие переживаю. Точно так же, как, помните, это наша история работы. Помните, мы с вами ездили, переживали за Кумапо. Конечно, видите, как Кумертау. Кумапо сейчас некоторые цеха там круглосуточно работают, 3 смены работают. Помните, как за Белзан переживали? Я сейчас начну загибать пальцы, много вот за это переживали. Поэтому любое позитивное событие мы сами приезжаем с большой радостью. Но это не сложилось бы, это событие, если бы мы вот так дружно с нашими коллегами не работали. Если бы не меры поддержки, в том числе Меры наши. поддержки в том числе. Потом мы же вместе пробивали этот грант. Это же грант федеральный, 750 миллионов. Это большая сумма. Она не всем предприятиям в России дается. Поэтому вот то, что мы делали, вот оно и способствует. Этот грант реализовали через фонд, или вернее реализовывают через фонд развития промышленности Российской Федерации. Да. Но заявочная компания, мы вместе участвовали, поэтому очень-очень признателен акционеру и руководству. Так что с хорошим настроением едем дальше. Спасибо.